Впервые в республике на территории Южной Якутии в селе Иенгра прошел чемпионат профессионального мастерства Arctic Skills 2018. Данное мероприятие было посвящено привлечению внимания к профессиям жителей Крайнего Севера и Арктики, которые занимаются традиционным хозяйством оленеводством. Участие приняли представители самой республики и гости с Таймыра, Красноярского края, Ямало-Ненецкого округа, а также из Норвегии. Нас встретили по местным якутским обычаям – хлебом с солью и кумысом. Поэтому мы сразу почувствовали себя долгожданными гостями. В самолете было жарко, а вышли в холод. Не то чтобы мы к нему непривычны, но тут мы заметили совсем другой климат. 56 молодых оленеводов изъявили желание посостязаться в знакомом с детства навыке оленеводстве. Сохранение, возрождение и развитие традиционного образа жизни – одна из задач, стоящих перед руководителями образовательных учреждений данной отрасли. Популяризация подобных конкурсов вызывает у участников дух соперничества и привносит большой интерес со стороны зрителей. Для всех участников чемпионат начался с инструктажей безопасности по 5 компетенциям. Некоторые из них делились на женские и мужские состязания. В первый день хозяйки чума оценивались в умении отделки шкур, приготовлении национального якутского блюда строганина из рыбы чир и в оказании первой медицинской помощи в полевых и тундровых условиях. А оленеводы конкурировали в плетении чаута, в изготовлении элементов упряжки из рога кости с применением гравер, в проектировании стойбища и возведении чума, в эксплуатации и техническом обслуживании внедорожного мототранспортного средства дизельных генераторов. У нас совсем другая технология. У нас и инструмент другой. Немножко, мне кажется, у нас полегче, чем у них. Но вот что я могу про их сказать, то что у них они делают, скоблят один раз, и они сразу делают 2 работы. У них получается она мягенькая сразу, а у нас вот надо делать 2 действия. Это сперва скоблить мездру, а потом мять. Оксана Николаевна – оленевод со стажем, владеющий техникой выделки шкур. Была приглашена в качестве эксперта в компетенции хозяйки чума. Особенно ее поразили инструменты норвежских коллег для выделки. Оксана довольна тем, что познакомилась с новыми техниками и обмену опыта на международном уровне. Отскоблили, замочили. Бывает, коптят еще дымом, чтобы они желтые были, чтобы в дальнейшем, когда уже изделия готовы, они влагу не брали в себя, дольше шли. Химии вообще никакой не добавляется, все вот чисто. Мы увидели очень много интересного, очень много полезного и будем стараться поддерживать то, что общение и опыта их набираться. Развитие оленеводства остается главным условием сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и поддерживает остальные промыслы северных народов. Во время дежурства у стада, которое длится обычно 12 часов, оленевод проводит практически все время на воздухе при любой погоде, не покидая нарт, перемещается вместе со стадом. В Arctic Skills используются именно те компетенции, которые использовали наши предки, коренные народы Республики Саха-Якутия. И отрадно, что в нашем таком мероприятии участвуют не только наши студенты Республики Саха-Якутия, но и многие регионы с России, а также с Норвегии, с Финляндии, с Таймыра и так далее. Постройки в виде чумов имеют устойчивость к атмосферным осадкам и ветрам с разных направлений и любой силы. Простоту конструкции, минимальное использование дефицитного в тундре леса. Жить в гармонии с природой на севере – это значит выжить. Все предметы кочевого быта, такие как нарты или чум, доведены народным опытом до совершенства. В этой компетенции наличие опыта у участников позволило завершить конкурс быстро, демонстрируя свое мастерство. У всех
всех техника разная. Даже, допустим, и по оленеводам, по строганине, у всех разная техника. Мы попытались создать такие общие критерии, например, как соблюдение техники безопасности. И по этим критериям мы попытаемся их оценить. Второй день начался с международного семинара по вопросам развития северного домашнего оленеводства. Основной акцент был уделен подготовке кадров для этой отрасли. По итогам круглого стола была принята резолюция для дальнейшего международного сотрудничества. Подписаны соглашения между образовательными учреждениями поселка Черского, Красноярского края и с Высшей школой Норвегии по оленеводству. В целом состоялся активный обмен мнениями. По итогам работы семинара нами принята резолюция данного семинара как итоговый документ, где мы отметили ряд необходимых шагов для того, чтобы обеспечить согласованную работу, активную работу по подготовке кадров для этой значимой отрасли. На мероприятии любой желающий мог приобрести национальные украшения, изделия из оленьего меха, украшенных бисером, и кукол ручной работы. Для присутствующих был организован праздничный концерт, который с первых минут погрузил зрителя в колорит национальных песен и танцев. Идея была высказана Северным форумом Погадаем Михаилом Александровичем, и мы сразу же, Комитет по делам Арктики, Министерство образования Республики Саха-Якутия сразу поддержали это мероприятие. Мы благодарим, конечно, хозяев и жителей Нюрнбергского района за то, что они на таком хорошем, высоком уровне проводят это мероприятие. Под неизгладимым впечатлением остались и зарубежные гости. Саре Карен 18 лет. Она обучается в высшей школе оленеводства в Норвегии. Ее мама работает учителем в этой школе, а отец, как и его предки, оленевод. Сара подготовилась к поездке и, почитав информацию о Якутии, обозначила для себя то, что хочет получить от этой поездки. Основная цель нашей группы – узнать как можно больше о том, как местные жители разводят оленей, перенять их опыт и, может быть, попробовать применить их в Норвегии. Также мне очень интересна эвенкийская национальная кухня, а особенно приготовление кровяной колбасы. Далее был проведен конкурс разведения костра для хозяек ЧУМа. Девушки делились секретами ведения хозяйства, самостоятельно подготавливали хворост и разводили костер. В конкурсе учитывалось и время, и качество. Задание не из легких. В конкурсе должно было быть приготовление ухи и рожи костра. Но так как по погодным условиям у нас не получилось, мы этого не будем показывать. Мы будем только показывать, как правильно нужно чистить шкуру от мездры. И первая медицинская помощь, которую мы должны знать, как, не знаю, все хорошо знают, да, как студенты-медики, но мы сейчас не как студенты-медики, а как долганы, эвенки и так далее. Мы приехали, малочисленные народы Севера, пришли здесь участвовать. Во второй половине дня началась самая главная и зрелищная часть мероприятия – гонки на оленьих упряжках, победителями которых стали хозяева среди женщин Виктория Андреева, а среди мужчин первые два места поделила династия оленеводов Кирилловых из Иенгры. Спасибо оленям моим, спасибо погоде, я верю. Трасса была сложная, соперники были сильные, но мы с отцом победили. В течение 2 дней все собравшиеся, не упуская возможности, знакомились и общались друг с другом. Гости оценили гостеприимство хозяев Иенгринской земли, приобрели множество интересных знакомых и, возможно, новых друзей. Я хочу, чтобы вы сейчас все переобнимались, в конце концов, в этом зале, потому что иенгринцы очень радушные. Начинаем все обниматься. Миша первый показывает пример. Все, друг друга обнимаем, ребята. Вот, уже лучше. Я думаю, вам эти дни запомнятся очень надолго. Вот уже пошли. Молодцы. Я тогда тоже хочу сегодня и студентов, наших волонтеров, и я тогда тоже поблагодарить. Мы все с вами большие молодцы. Мы сегодня провели первый чемпионат в Республике Саха-Якутия. Ура!
В особо теплой атмосфере прошло и само награждение победителей чемпионата. В компетенции оленевод первое место занял Алексей Колесов из села Иенгра, а его односельчанин Владимир Максимов одержал победу в компетенции эксплуатация и техническое обслуживание мототранспортного средства дизельных генераторов. Алексей Ухсек из Таймыра стал лучшим в компетенции проектирования электронного стойбища возведения ЧУМа. Ну а самым компетентным в Строганине стал Степан Туприн. Хозяйкой ЧУМа по итогам чемпионата стала Анна Колесова. Торжественное вручение улыбки победителей — так завершился чемпионат. Идуксингана дена ардюла амарис бяги малата синава эдатальтана осикта сиврекин арыңнан